Джеч бреш гажноч кишосмы эфирын нунаже подкаст нимо теле аджитонмы ти али даур ТВ интернет телеканалын. Тунне милям в будесн налмы туннен выпуск мы сижемын Флор Иванович Васильевлы малкешоно чапак туннес он вордичкем нуналес солы тунне термысал темыстон тямыс арес. И туннеми Флор Иванович тоде буре вайса этим куное солеш баджим пизе Сергей Флорович Васильевс. Джеч бреш Сергей Флорович. Здесь Борис. Я буду по-русски, конечно же. Как хотите? Понятно. Как вам удобнее? Ну, лучше по-русски, конечно, потому что тогда, в 60-е годы, поскольку жизнь моя началась в городе, в Глазове, где не было вообще ни одной удмуртской школы, а дома матушка была русская, поэтому... А у вас общение, мать русская, да? Да, общение это было на русском языке. Кое-какие вещи, конечно, по ходу жизни удавалось узнать, в деревне, в Бердышах, где мы там отдыхали летом, отдыхали и работали. Вот. Но потом приезжаешь в город, опять все забываешь, ну, как обычно. И практически вся, наверное, удмуртская интеллигенция, большая часть удмуртской интеллигенции, детей удмуртской интеллигенции, которые как раз жили, воспитывались в городах в 60-е годы, они либо не знают по-удмуртски, либо плохо. Поэтому, ну, я уж не настолько хорошо знаю удмуртский язык, чтобы на нем изъясняться. Но ругательства знаю все, и даже больше. Я наслышан, да. Сергей Флорович, мне до эфира мы успели с вами переговорить. Я Флору Васильева знаю только по учебникам. Мне как-то хотелось бы побольше о нем узнать, как о человеке, каким был, что любил, чем занимался, вплоть до хобби. Ну, понятно. Творчество тоже. Понятно. Так, ну понятно, что, конечно, большая часть людей, кто были и лично знакомы с моим отцом, с Флором Васильевым, они были знакомы именно как с поэтом, как, может быть, с государственным каким-то деятелем, там, депутатом Верховного Совета, вот, с редактором журнала. А вот в бытовой части, ну, естественно, западают знания большинства, да. А с другой стороны, у меня есть привилегии, поскольку я быт-то получше знаю, но с другой стороны, другую сторону я практически не представляю, либо представляю, что... Поэтому вы у нас и в гостях. Да, спасибо. Вот, и, ну, что должен сказать? Как человек, тут могу сказать, что это был, вот уже со своих годов, что называется, это был человек деревенский. Вот, причем человек, который добивался всего сам. Он поступил в педучилище сначала, потом в Глазовский пединститут. Вот. Жили очень бедно тогда, очень бедно. Даже по фотографиям это видно. И вот эта вот крестьянская натура, она практически не сопровождала, вернее, а реализовывалась в его жизни, ну, до самой смерти. В чем это проявлялось? Ну, вот такая маленькая деталь. Когда мы переехали уже в Ижевск... В каком году? Если не ошибаюсь, это был 63-й, 64-й год. 63-й или 62-й, наверное. Мне было 3 года, я смутно очень помню. Но я запомнил такой эпизод. Когда мы уезжали в Бердыши летом, отец складывал спички все в ванную, там большая ванная у нас была, вот, наливал в тазик воды, на тазик ставил какую-то там деревяшку, плошку, и в нее складывал спички. Я потом спрашивал, уже будучи постарше, спрашивал, почему так? А вот пожара боялся, хотя в каменном доме какой пожар мог быть уже в Ижевске? А вот деревенская вот такая вот, буквально это с корнями уже в натуре. Вот, что такое пожар? Вот первая деталь. Вторая деталь. Никогда отец не сорил деньгами. Никогда. То есть он знал цену деньгами, и деньги добывались сложно, трудно. Вот. И отец же, ну, фактически из нищеты они все поднялись. Причем послевоенное время ничего нет. Вот. И отношение к деньгам было особенно. Он всегда подкапливал, всегда понемножку подкапливал. Вот. И так постепенно, с годами благосостояние было все лучше, улучшалось. Вот. И мы даже могли купить уже вот в 64-м, по-моему, году телевизор. Вот. Холодильник купили уже в самом конце 60-х годов.
Вот, это, по-моему, 69-й год уже был. Что еще такого? Это было безумно строгое воспитание, просто это какая-то деспотия натуральная в доме, очень жестко. Вот, то есть сказал все, это как железно. Тут даже не пытайся что-то нарушить, что-то там не так сделать. Вот. И это, конечно, накладывало отпечаток и на меня, и на всю семью, и потом и на братьев, на моих, которые родились уже в конце 60-х, 68-м и 70-м году. И вот эта строгость воспитания, вот она не позволяла как-то выходить из себя за определенные рамки, за определенный этикет, что ли. Вот. И, конечно, учитывая, что еще удмурты как таковые скромные, да еще вот тут такое воспитание, стоишь там в уголке и дрожишь всегда. Вот. Но потом с годами пришлось это преодолевать в себе. Все равно надо было двигаться вперед, как-то утверждаться, в хорошем смысле слова. Вот. Но вот эта вот строгость, она оставалась всегда, и, в общем-то, она передалась всем, я думаю, детям и братьям моим. Ну, внутренние рамки достаточно, да, достаточно. Может быть, даже жестко очень где-то, ну, всегда боишься ведь чего-то там, особенно если дети куда-то попадают в какие-то ситуации. Допустим, я уже был студентом первого курса, и когда отец закрывал дверь, когда я уходил уже из дома, на занятия уезжал, он всегда говорил: осторожней через дорогу, осторожней переходи через дорогу. Хотя уже выше его ростом был, лоб такой, волосы до плеч. Вот. Да. Вот. Нет, тем не менее, он всегда говорил: осторожней через дорогу. Всегда. Вот. Вот маленькая деталь, но тоже как-то характеризует. А он не был строг к вашему внешнему виду? Еще как. А как он получился отрастить волосы? Он был строг до 16 лет. Вот как 16 лет исполнилось, как я паспорт получил, все. Там и волосы пошли длинные, и клеш там был приличный, а до этого нет, будь добр. И наказания были, в общем-то, зверские. Вот. Но и с другой стороны, за внешний вид. Но с другой стороны, я расскажу два эпизода. Правда, их прописывал уже эпизоды. А первый эпизод, когда мы гоняли по улице Ленина на трехколесных велосипедах. Тогда улица Ленина, тогда это была Труда. Улица Труда, трамваи ходили, но машин практически не было. И мы выбирали моменты от Воровского и до профтехучилища, да, до профтехучилища, это метров, наверное, 300-400 было. Мы просто выезжали на дорогу на велосипедах и гнали по встречке туда вниз. Вниз по Труда, по Ленина. Я на трехколесном, у меня трехколесный велик был. Вот, другие на двухколесных. Ну и так вот, человек 5 и неслись. До тех пор, пока вдали не появится машина. Потом бибикала машина, разумеется, мы в сторону. Вот тогда отец, видимо, это увидел или сказал кто-то ему. У меня тогда попало ремнем. Раз. Это сколько по вам было? попе. Ну, лет у вас 5. 4 года, наверное, да. Вот. Наверное, года 4. Ну, да. Вот. Но это чисто символически. Так просто ну, обида, понятно, что вселенская обида. Вот, желаешь там всем там реву там, ну как обычно. Вот. А второй это был эпизод гораздо хуже. У Новоросского, где мы жили, тут 2 красных дома, 2 шестиэтажки. И я что-то взбрело мне в голову, я полез по пожарной лестнице и залез до 5-го этажа. Вот, по внешней лестнице. А у меня там на 5-м этаже друг жил, Вадька Старков. Я, значит, зацепился рукой левой, ногой стою, правой рукой постучал его в окно. Вот, он ел там в кухне был, посмотрел. Так. Я что-то помахал руками. Вот. Ну, что-то поговорил там, он говорит: давай слезай. Я взялся, ну, надо слезать. Посмотрел вниз, а там люди стоят. Много людей. Вот. И молчат, никто ничего не говорит. Ну, что, я что-то еще посидел и потихоньку стал слезать. Мне говорят: тихонько, не спеши. И спустился до черта, смотрю, кто-то просто не притащил. И держит. Главное, никто ничего не говорит.
Да я даже спустился, смотрю, очки знакомые, это отец стоит. Да елки-палки. Вот. И, главное, никто ничего не говорил. Вот. Ну, я спустился спокойненько. Вот. Ну, дома мне, конечно, был шурум-бурум такой, что я что буду говорить, попало, конечно, крепко. А может, не отец был строгий, а вы были хулиганом больше? Или с какой стороны посмотреть? Может быть и так, конечно. Ну, честно говоря, хулиган-то сроду таким уж не был. Ну, я же не воспринимал это как хулиганство. Ну, какой тут хулиганство? Ну, залез и залез. Спустился ведь. По деревьям же тогда все ползали и вверх, и вниз, как гусеницы. Поэтому тут как бы сам собой разумеется. Ну, потом у нас с Алсой тоже были достаточно небезопасны. Потому что потом начинаешь понимать. Вот, и парни-то у меня с кем в подъезде играли, там была лифтовая шахта для лифта, а лифт не построили. Шахта так и осталась. И мы когда в жмурке играли, висели и под лестницами, за перила там схватишься. Вот. Пару раз кто-то срывался вниз. Ну, на следующем этаже успевал схватиться за перила, тот тоже. В общем, а лететь-то далеко с 5-го этажа. В общем, вот так как-то. Даже жутко сейчас. Я боюсь высоты. Вот. В общем, ну, разные были ситуации. Такие по кромке дома ходили, по краешку дома, так ну, страшно, там страшно действительно. Вот. На 6-м этаже. Отношение к музыке было какое-то? Играл на музыкальных инструментах или пел? Флор Иванович. При мне нет. Не играл, не пел. Музыку слушал, конечно. Хотя он играть умел, он даже на скрипке умел играть. Вот, играл на домре, насколько я знаю, когда учился в Глазовском пединституте. Ну, тут уж по фотографиям только видно. В спектаклях участвовал. Вот. А что еще такого интересного? Рисовал. Вот рисовать он, конечно, мастерски умел. То есть графика идеальная. То есть он рисовал портреты, пейзажи мог рисовать. Просто феноменальные какие-то способности. Портрет рисовал быстро и ну, фактически ну, идеальный портрет. Вот один к одному. Просто невероятно. Почему-то я раньше не видел картинку. Его мало кто, его практически никто не видел, вот эти портреты. Это портреты матушки. Вот. Это в домашних стенгазетах было. Они у нас дома хранятся. Вот пока мы их не опубликовали, но... Здесь, в Ижевске? В Ижевске, да. Впечатляет. Это, конечно, у него просто был... Я такого никогда не видел. Потом он очень хорошо владел шрифтами. Шрифты у него были перья, которые он мог писать. Вот, и кисти. У него отличные краски были, Ленинград. Работал с акварелью. Пейзаж мог написать в секунды. Просто несколько секунд. И, конечно, у него были флуоресцентные краски тоже. Редкие очень на то время. Тоже 70-е годы были. Вот, ну вот. Когда они еще появились в продаже, так вот, в широкой продаже, я даже не знаю, у нас уже были банки хорошие, вот, яркие краски такие. Вот мы им как раз стенгазеты делали. Что еще такого захватывающего? Вот вы писали в память об отце, у вас эссе, книга «Эхо в лесу». Да, несколько работ есть. И вы там писали, как в первый раз узнали, кем является, где он работает, ваш отец. Ну да. Стыдуха полная. Да, можете это рассказать Да, для тех, кто не читал? Конечно. Ну, это же, конечно, пришло попозже, не в самом начале моей учебы. Когда в садик ходишь, когда учишься, ты же не воспринимаешь родителей как какую-то ценность. То есть это как само собой разумеющееся. Ну, есть, и ладно. У них своя жизнь, ты как по-своему живешь. Вот. А понимание того, что рядом с тобой еще какие-то люди живут, родители вроде как называются, они для чего нужны? Чтобы тебе поесть сделали, помыли там тебя, ну, наругали. Если тройку, там, двойку принес из школы. И все, для чего еще нужны родители? Вот. А потом, когда в школе нас попросили написать сочинение или там что-то, о родителях какая-то речь шла, спросили, кем работают твои родители? Я сижу, я откуда знаю, где он работает?
Он вроде как журналистом работал. Вот говорю, В каком классе вы были? 4-й, по-моему, класс. 4-й, 3-й или 4-й класс. Мгм. Вот. Ну вот, ну где-то что-то там пишет в газете. Ну, думаю, ладно, хорошо. Написал все. Вопросов никаких не было. А потом спустя какое-то время снова вопрос задают. Где работает там ваш отец там, или родители? Это уже тоже сочинение, что-то такое было. Вот. И ну, я уже был постарше, может быть, класс 5-й, 6-й уже, наверное, был. Вот. И я тогда узнал, что отец стихи пишет. Стыдуха! Позор! А как вы узнали? Вам кто-то рассказал или вы Я сборник увидел дома? дома. Позор! Как может... Как я могу с пацанами-то видеться? У всех родителей как крикли там шоферюги, Да. шоферы, потом кто еще там, столевары, там водители, какие-то там сварщики, водители там паровозов, самолетов. Поэт, какой поэт, господи, там я не знал, куда с духи деваться-то. Вот. Чудо писать. В журнале работает. Написал, в журнале работает. Вот. Тоже отлегло потом. И всегда стеснялся, что вот отец писал стихи, у всех люди как люди, а у меня вот отец стихи пишет. Вот. Какой-то гордостью, разумеется. Ну ладно бы прозу писал, но стихи зачем? Не мужское дело. Ну да, тем более, что я к этим стихам относился, господи, как я их не любил. Я, наверное, не любил не то, что стихи, а я не любил учить наизусть. Нас Да, же там да. сколько заставляли учить. Это же какая-то каторга была для меня. Это стихотворение выучить, это как проклятый. Вот. А тут еще и отец стихи пишет. Да что ты будешь делать? Куда бежать, куда глядеть? Вот, ну, ладно. Ну, пишет и пишет, что, ладно. Махнул рукой, ладно. Очень обижался, что ну, прозу бы писал лучше, там хоть интересно читать. Детективы, Чё тут? например, да? Вот, да, военную. Я ж тогда... Все были помешаны на войнушках. Вот, и хотелось, чтобы все писали только о войне. Тем более Великой Отечественной. Там. Я перечитал все библиотеки, какие только у нас были. Все книги о войне, о Великой Отечественной войне, о гражданской войне. Чего только там не прочитал. Вот, и все, что было о войне, все прочитал. Что было в библиотеках. Вот, и тут стихи. Ну вот как-то вот это в голове все это никак не укладывалось. Это противоречие было ужасающее для меня. Вот. А тем более, мы же что, там и хулиганы, кто-то был из моих друзей, там и шпана там, а ты тут сын поэта, господи. Страшно все такое не приснится, Да. как изгой. Какой-то ходишь там. Вот. Ну ладно. Вот так вот. Это что называется взгляд изнутри. Мгм. Ну, сейчас вы сами пишете стихи? Конечно, нет. Хватит там одного поэта в семье. Не, ну писал, конечно, но читал. Когда написал стихотворение, отец долго хохотал. Давай, говорит, я тебе лучше деньги дам, чтоб ты не писал только никаких стихов. Можно я тоже поделюсь? Гонорар. Тоже поделюсь опытом. Тоже думал, зачем нужны стихи, зачем их как-то рифмуют. Тоже пытался написать. Одну строчку написал я. Таниношек выстежил плащ. И дальше не смог придумать. И это дело я забросил. Правильно. Видимо. Но мне денег никто не предлагал за это. А в Бердыше у вас там осталась собственность? Там, дом? Нет, Дача? дома ничего там, ни дачи, ни дома. Дом продали тогда еще, когда бабушка была жива, матушка Александра Ивановна, ну, мать отца. Дом продали, по-моему, если не ошибаюсь, в 80-м году. Нет, вру. В конце 80-х, точно не могу сказать. Но где-то вот 85-й, вот где-то вот 84-й, я как раз в армии тогда был. Вот тогда дом продали. Ну, на дрова везли, ну, старенький был дом. Вот. А сама бабушка уехала уже в Глазов к дочери жить, к Розе. Вот, там и скончалась. И дома там ничего не осталось в Бердышах. И мы уже поставили там сами
в 90-е годы дом, маленький с помощью хозяйства, конечно, с помощью директора совхоза, тогда был Федотов Лев Васильевич. Вот он нам помог, конечно. Вот туда и приезжали где-то с 96-го года. Ну, небольшой такой, он не летний, он бревенчатый был. А сегодня вы еще Нет, там, ездите на там родину? дома нет, мы дом отдали, поскольку все, там многие вещи просто за счет хозяйства были сделаны. Ну, немного там, сколько-то кубов привезли дерева. Мы отдали просто это все в хозяйство обратно людям, чтобы там все осталось. Вот. Но деревни-то практически уже нет, там живет один человек только, мэр Бердышей. Вот. Один человек в одном жилом доме, последнем, Николай Николаевич Дементьев, уникальнейший человек, просто уникальнейший человек. Удмурдуне к нему приезжали как-то за интервью, один, в радиусе там 6 километров ни одной живой души нет, там же переметают дорогу, все. Зверье ходит, там медведь, волк, ну все, рысь, все. Кабан. Я там несколько раз на кабана налетал с семьей же, когда еще тогда жили, когда деревня все угасала, а лес-то все приближается к деревне. И вот остался один дом. Волки уже просто мимо дома пробегали, говорит. Мы как-то приехали с Владиславом Шиховым, и вот накануне, днем раньше, как раз Николай рассказывал, волки гнали лося по речке Моя прямо. Вам звонит. Женя есть. Как стихотворение «Хватает Волги, широты и сини» обрело популярность? Даже не знаю. Случайность какая-то или... Я знаю, что отец сам его дорабатывал, там был перевод немножко другой, он просто все подработал, чуть-чуть нюансировки такие, и получилось вот это стихотворение, перевод. То есть, если вы обратили внимание, у него практически все переводы авторизованные переводы, то есть переводчик делает, а с автором они уже дорабатывают там нюансы, детали какие-то, уточнения. Вот. Поэтому тут он в этом плане на самотек он, конечно, не давал двигаться вот этим всем вещам. Поэтому... То есть он как строгий семьянин, да. как политик не пускал это на утек, следил. На самотек, да. Как политик не знаю, а вот как семьянин-то, да, тут он в кулаке держал. Крепко держал, конечно. Но с другой стороны, ну что там, он как глава семьи, мать и затем я и 2 брата. Все же парни, хулиганье же, что, у кого дети есть, так знаю же, как парней воспитывать, там все время то одно, то другое, как броуновское движение, сумасшедший дом. Вот, и драки где-то там, и что попало, эти вытворяли. У меня брат, средний брат, полез он на шкаф, шкафа упал. На него? На пол. Нет, он в воздухе успел отцепиться и отпрыгнул. Ага. Вот, а шкаф рухнул вниз. Бедные соседи, конечно. Представляете, да? Шкаф рухнул. Вот. Он отцепился. А ему было, ну сколько? Ну, лет, наверное, 5-6. Такие маленькие. Вот. А сколько у вас в семье? 3. Трое. Братьев 3. 3 сына. Еще вопрос у меня был по каким Флор Иванович был политиком. О, я не знаю. Я думаю, единственное, что я могу сказать, вот так, судя по разговорам, вот, по тем вещам, которые, может быть, уже постарше видел и понимал, он, конечно, был предельно осторожен в словах. Он никогда никого не обижал словом, насколько я знаю. То есть вот ни разу ни о ком плохо не отзывался, ни разу. Я такого никогда не встречал. Вот, это раз. Во-вторых, он всегда пытался договариваться как-то. Вот. То есть там же ситуация достаточно непростая была. С одной стороны литература, с другой стороны он лично, литература, писатель же, он потом стал писателем Союза писателей, надо было писателя защищать, а многие же что-то, многие и выпивали там, и что, как обычно. Вот, и надо было как-то взаимодействовать и с обкомом, с другой стороны, вот, и с райкомами, с обкомами, там, с правительством. То есть вот тут
приходилось вот так. Ну, дипломатом был. Приходилось быть дипломатичным очень, да, и защищать союз писателей в то же время. Поэтому, ну вот как-то ему удалось поднять вот союз писателей на тот уровень, когда уже союзом писателем считались, и благодаря этому стало возможным проводить как раз дни советской литературы в 1978 году. Туда много же писателей очень приехало. Вот. И это как бы совместное предприятие было, мероприятие Союза писателей России, Российской Федерации, там, Советского Союза, затем нашего Союза писателей и, естественно, обком, там, правительство помогали там, с организацией. Все-таки много приехало писателей. Вот. Это было непросто. Сергей Флорович, скажите, когда, возможно ли вообще мы увидим когда-нибудь рисунки? Да, конечно. Рисунки мы обязательно... У нас есть сканер, мы можем отсканировать. Рисунки, конечно, все увидят, но дело в том, что мы ведь сейчас практически все, что у нас было, все, что было связано с отцом, отдали в музей. Все. За исключением там несколько сумок, там, мешков, там, ну, не знаю, там, в общем, за исключением нескольких позиций, которые мы все должны посмотреть, ну, дети. Все родные, близкие должны посмотреть, что-то себе оставим. Вот. Если себе оставим, мы, естественно, все это сфотографируем, передадим. Вот. Но какие-то вещи будут храниться с нами. Вот. Но все равно большая часть из того, что сейчас оставлено на просмотр наш, мы отдадим все равно в музей. Так что это все будет в музее. Нет, а в музее есть рисунки? Нет. Нет. Вот, ну, многих вещей там нет. Уникальные Вот экспонаты. именно, много уникальных экспонатов нет. Там нет еще ни одной записной книжки у него. Вот. Хотя записные книжки все уже отсняты, пересняты. Вот, и Ермолаев, в общем-то, с ними работал. Нет, это все, конечно, уйдет в музей, все там будет. А часто к вам заходили гости, друзья, коллеги? Тусовка была у писателей удмуртских? Нет. Удмуртов? Нет. Удмуртская тусовка? Нет. По одной простой причине. Дети же были маленькие. Вот в 1968 году родился Андрей, в 70-м Миша, братья. Вот смотрите, когда отец погиб в 1978 году, вот это, Андрею было 10 лет, а Мише 8. То есть второй-третий класс они пришли. Ну, где какую тусовку проводить? Негде. Ну, я имею в виду не такие громкие тусовки. Ну да, понятно, дома. съемки. Не было. Единственные люди, с которыми встречались часто, то есть по праздникам, это все раза 3-4 в год. Это был Ермолаев Алексей Афанасьевич с его семьей. Дружили с семьями. Иногда приходили писатели, бывали, но очень редко. Очень редко. Потому что дети тут не до этого. Андрей Фроловича, я знаю, он у вас средний получается. Да. Он меня учил логике в университете. Небось попало. Да. Трудно было. Ну, для меня, да? Для всех, не только. Я и сам-то с логикой хромался. А младший ваш брат? А младший, он сейчас, он краснодеревщик. Он живет в Петербурге, в Ленинград, уехал там, получил образование. Он работал реставратором в Питере. А потом, когда реставратор разорился, не разорился, он разошелся просто. Вот, он потихоньку открыл свое дело, там работал. И теперь он занимается мебелью, такой эксклюзивной мебелью. Вот. И занимается, в общем-то, успешно, удачно в элитном сегменте. То есть там у него не мебель, у него просто произведение искусства. Так вот, тоже интересно посмотреть. У меня, к сожалению, нет, наверное. Но это почти как в Эрмитаже, то есть такие вещи. Делают они, конечно, очень долго это все, но это стоит того, слушайте. А братья не сочиняют? Не пишут? Ну, Андрюха-то, он философ, он защитился по философии, вот, какие-то и статьи выпускал, не знаю, книги были, нет у него, по-моему, не было.
Вот, а так-то в целом. Сейчас занимается переводами, философов переводит западных. Он свободно владеет несколькими языками. Сейчас у него русский, английский свободно, немножко немецкий, французский, эсперанто, удмуртский, кстати, на уровне понимания. Мгм. Вот, что-то он говорит, начинал. Вот. Но практики опять нет, тут отошел. А младший? А младший по-удмуртски не говорит, он сразу уехал в Питер после 10 класса, и все. После 10-го Да. поступил? Ну там, это училище, специализированное училище, просто Мгм. год там отучился, в армию загремел, вернулся, доучился, Мгм. и все. На реставраторе стал работать, там общагу ему дали. Вот. Ну, как обычно, что там, голодранцами были. Потихоньку все Мгм. поднимались. А у вас какой уровень знания удмуртского? Ну, слабенький, конечно, тем более сейчас. Мы, наверное, потерянное поколение уже в этом плане. Но мы хоть как-то постарались интерес к Удмуртии, к языку пронести, как могли, хотя бы на русском языке, хоть что-то. Вот. Но это надо серьезно заниматься, учить, изучать. Тут начинаешь изучать, там всегда что-нибудь мешает. Лучше всего, конечно, в деревню. Приехать в деревню, уже начинаешь, у меня дети начинали говорить там по-удмуртски, что-то балякали в деревне. Бердышах? Да, в Беляшах. А потом приезжают в город, и все. Ну, я просто на них смотрел как на себя. Ну вот, начали. И акцент уже все так, вот 100% по-удмуртски говорят, ну что ты будешь делать? Жена возмущается, да что, как они говорят-то по-русски? С акцентом? В общем, цирк. Вот. Так же что, вот живут так вот. Вот. Ну, и уехали, и все. И какой сейчас вот опять удмуртский? Надо специально просто сесть заниматься. А Беляшей нет уже. Мгм. А какую роль в воспитании, скажем, Флоры Ивановича сыграла его мать? Ну, я думаю, что решающую, потому что она, во-первых, она по-русски практически не говорила, очень мало. То есть несколько, ну, десятка-два слов знала, и все. Вот. В основном по-удмуртски, и со мной по-удмуртски говорил, я тоже что-то отвечал. И по-удмуртски, и по-русски, ну, понятно было, потом все забываешь. А восстанавливается же все равно. Вот. Самое главное, она, у нее какие-то были знания, такие древние, предревние знания, травы какие-то знал, что-то там умела делать. Вот. Отец ее очень много слушал. Они все время разговаривали, много разговаривали друг с другом. Потом вот говорили, что когда отца хоронили, и бабушка шла за гробом, и ну, поддерживали мы, конечно, ее. Сзади шел Петр Кириллович Поздеев, и он просто записывал ее причитания. Причитания. Да, вот, не знаю, сохранились или не сохранились, но вот он все записывал. Древний, он мне потом говорил, что это, говорит, просто очень древние причитания, какие-то вообще невероятные. Вот, ну вот. То есть такой кладезь. Да, да, Ну, это вот там у нее были домотканные вещи. Немного, очень немного, но из льна. Очень красивые были такие, полотенца было. Ну, понятно, что вся утварь, допустим, деревянная, там это... Скажите, а за пределами Удмуртии знают Флору Васильева? То кто будет знать, Не знаю. Бог с вами. Вы не показываете его творчество, не читаете стихи? Нет. Вот визитную карточку. Учитывая мое отношение к поэзии, которое вбили мне с детства, нет. Конечно, стихи отца с удовольствием читаю, но для себя. Мгм. Вот. Фотографии на даче в понеделок с Шипачевым, там. Это да. Это было, да. Мы приехали тогда к Щипачеву. Я даже не знал, кто такой Щипачев. Меня говорят, иди погуляй там в сад. Я вышел в сад. Господи, сад там, садик. Ну, двухэтажный деревянный домишко такой, но двухэтажный. Вот, какой-то хиленький мне показался. То ли дело в Бердышах, там бревенчатое, надежное. А тут что-то не то, ни уму, ни сердцу. Ну, сказали, дача. Ну ладно, дача. Кто такой Щипачев, я не знал, и мне как бы до него все равно было. Но вышел в сад, все в крапиве, господи, ну, ни огорода нет, хоть бы распахали тут, посадили бы что-то путное. Вот, хожу, ожарился, что маленький был, там после 5 класса мы летали.
ездили туда, в Москву. Вот, и какие-то чахлые деревья растут, все заброшено. Ой, и там походил, противно так было. Потом вернулся домой, думаю, что, куда, зачем мы приехали? Вот, я же не знал, что там готовили переводы там с Щипачевым. Вот. Дал мне какую-то конфету поесть. Ну, съел эту конфету. Вот и все мои воспоминания о Щипачеве закончились. Вот. Сергей Флорович, сейчас, сегодня мы целый день транслируем видеоролики, где любой желающий мог принять участие и прочитать стихотворение, фильмы тоже. Надеюсь, вы тоже посмотрите. Конечно. Хотя стихи вы не очень любите, но все равно почтить память отца тем самым, то есть ты посмотрев. Не, ну, конечно. Нет, все, что связано с отцом, конечно, я и просматриваю с большим удовольствием. Вот. Фильм же тоже снимали на моей Удмуртии. Да. Нет, кто мы? я очень благодарен как раз нашим журналистам, кто хоть не забывает вот эти вещи. Потому что у меня, конечно, очень такое тяжелое сейчас впечатление. Ну, как тут все это уходит, как песок сквозь пальцы уходит, вся эта удмуртская культура, какие-то вещи, деревни, все это умирает. Как вот это дальше, как этот бульон, что может тут родиться? Ну, есть надежда какая-то, но не могу сказать сейчас ничего. Скажите, а если наши зрители, учителя удмуртского языка, литературы, вдруг захотят пригласить вас Ой, к себе на урок, на лекцию, сложно будет. придете к ним или нет? Не знаю. Я бы, может быть, и рад бы, но я сейчас живу и здесь, и в Питере, и в Нечкино. Вот. Мы занимаемся внуками. Внуки народились. У нас тоже 3 детей. Вот. Они вышли на производственную мощность. Вот. И внуки пошли. Вот. И то с одним, то с другим, то с третьим. Вот. Мы же тут на расхват. Вот. Куда деваться? Ну вот. Под старость лет душ, да. А И внуки знают о прадедушке, то есть о его известности? они еще говорить-то не могут. Чего они там? Когда они узнают о дедушке, мы уже будем не нужны, там, как воспитатели, там, как няньки. А сейчас вот детский сад. Увы. Ну, с другой стороны, хорошо. Как сказала тетя Зина, у которой я жил, когда учился в аспирантуре в Питере, я ее спросил, почему, когда много детей, хорошо? А она мне сказала так: а вот ты знаешь, Сергей, когда детей много, жить не так страшно. Но вот я до сих пор об этом думаю, права она или не очень права, но вот как-то запало мне это в душу, ее выражение. А она потом одного человека потеряла, ребенка. Вот так. Человек знал, о чем говорил, наверное. Ладно, ну, наверное, на сегодня Пора заканчивать. Заканчивать, да, пора. У меня последний вопрос. Если позовем в следующий раз, придете ли к нам на эфир? Ты что, приду, конечно. Ну, всё, Только тогда... не на эти 45 минут, а хотя бы часов на 5, на 6. Ну, запустим марафон. Да ради бога, только мне успевайте подать чек, чтобы там не перестать. Да, хорошо. Нет, тут, в принципе, можно посидеть и поговорить на многие интересные вещи. Или- Неожиданно. Я могу какие-то забыть вещи просто. Но вы можете с помощью вопросов как-то неожиданно раз, допустим. Я бы пригласил вас в следующий раз с рисунками. Нет. Я понимаю, что мы эксклюзив, давай все. Нет, вы просто так рассказываете интересно. Я, например, не знал, то, что Флор Иванович еще и рисовал так хорошо, красиво. Да, рисовал Вот просто посмотреть потрясающе. мне теперь вот интересно. Потрясающе, потрясающе. Мне так в жизни никогда не научиться. Мне тоже, к сожалению, вот точно скажу, то же самое со стихами, я тоже пробовал рисовать. Получится. Не дано. Получится. Ну, мапочку каждый шьёс, тунны вакчак верачкун мы с Европом ялом, туда давай то тунны валмидорн кунуин Флор Иванович Васильев лен Паджим Пьес Сергей Флорович Васильев. Тоже Баджим Тау. Джешлай.